Отращивание бороды относится к фитре, то есть к врожденной природе человека, к вещам, которые являются естественными, нормальными для человека. В хадисе Ибн Умара сказано: «Постригайте усы и отпускайте бороды». То есть пророк алейхиссалату вассалям приказал отращивать бороды. Что касается усов, то, как мы уже говорили, сунна относительно усов постригать усы, и чертой является это верхняя губа, то есть кайма губ, чтобы ниже этого, чтобы за верхнюю губу они не опускались. И мы сказали, что является нарушением сунны брить усы, их нужно постригать, а не брить. Что касается отращивания бороды, то ее отращивание, оставлять ее в том виде, в каком она есть, это фитра, то есть это естественное состояние человека, в котором создал Аллах Субхану ва Тааля его. И Аллах Субхану ва Тааля создал людей так, что для них, для мужчин, если у них есть борода, то это является красивым. И люди, если у них нормальная фитра, то есть если у них нормальное внутреннее состояние, которое сохранилось у них, так как их создал Аллах Субхану ва Тааля, то они находят, что борода это красиво. Для верующих борода это красиво. Более того, борода это признак мужчины. Это признак мужественности. Это из тех вещей, которые делают красивым мужчину. То есть украшение мужчины – борода. Поэтому человеку запрещается брить бороду. И если человек бреет свою бороду, значит он идет против пути пророка, алейхиссалату вассалям. И значит он нарушает приказ пророка, алейхиссалату вассалям. Это во-первых. Во-вторых, он уподобляется мушрикам, уподобляется язычникам и зороастрийцам, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Халифуль мушрикин», отличайтесь от мушриков. «Ваффиру лиха вахаффу шавариб», отпускайте, отращивайте ваши бороды и постригайте ваши усы. И действительно, люди, мусульмане, не знали такой вещи, как бритье бороды, еще до недавнего времени. То есть это считалось чем-то странным, чем-то порицаемым совершенно. И даже если какой-то был правитель, злой, тиран, деспот, который нарушал границы Аллаха Субхану ва Тааля, то он, если кого-то хотел наказать, какого-то человека, то брал его и брил ему бороду, приказывал брить ему бороду. То есть использовал такое наказание. Конечно, использовать такое наказание это харам, потому что правитель не имеет права наказывать человека такой вещью, которая является харамом, которая запрещена Аллаху Субхану ва Тааля. В книге Аль-Мабсут, это самая известная книга ханафитская, в ней сказано: женщине нельзя брить волосы после того, как она совершит обряды хаджа, потому что для нее это мусля, то есть это уродование, точно так же, каким является, то есть каким уродованием является бритье бороды для мужчины. Поэтому бритье бороды это харам. Это мусля, это уродование мужчины. Этого нельзя делать. Когда это появилось? Когда это появилось в мусульманской умме? Это появилось тогда, когда мусульманские страны были колонизированы западными странами. Вот тогда люди начали брать пример с неверных, мусульмане начали уподобляться неверным в Египте, в странах Шама, в Ираке, в других странах. И пришел вот этот вот дурной обычай к мусульманам брить бороду. Более того, даже в некоторых странах, будь то страны Египет или Шам, или даже Ирак, наличие у человека бороды считается чем-то странным и порицаемым. Люди смотрят косо на такого человека. Субханаллах, в странах ислама. Конечно, несомненно, что это ослушание пророка, алейхиссалату вассалям. А тот, кто ослушивается пророка, алейхиссалату вассалям, тот ослушивается Аллаха. А тот, кто покорен пророку, тот покорен Аллаху. И если, например, у человека кто-то из родственников бреет бороду, несмотря на то, что он молится, совершает намаз, держит пост, но бреет бороду, то мы обязаны давать ему насыха. То есть мы должны наставлять его, разъяснять ему, что нельзя брить бороду. Если он не слушает, то нужно ли тогда рвать с ним временно отношения, чтобы он выполнял приказ Аллаха Субхану ва Тааля, или нет? То есть это называется по-арабски хаджар, да, бойкотирование человека, игнорирование его. Мы с вами учили правило, что хаджар, то есть бойкотирование кого-то, оно применяется в том случае,
если от него есть польза. То есть, если человек от этого действительно оставит грех, будет польза такая. Но если от этого не будет никакой пользы, это только приведет к разрыву родственных связей, и человек не исправится от этого, тогда не нужно делать хаджр, то есть не нужно человека бойкотировать и рвать с ним временные отношения, потому что хаджр, то есть бойкотирование человека, оно используется только в том случае, мусульманина, если оно помогает. То есть это лекарство только в том случае, если оно приносит пользу. А вообще, конечно, основа, что игнорировать мусульманина или бойкотировать его нельзя. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Ля яхилю лил му'мин, а яхджура ахаху фаука саляс». Нельзя верующему человеку бойкотировать, находиться в ссоре со своим братом более 3 дней. Яльтакия файюриду газа вайюриду газа. Встречаются, один отворачивается в одну сторону, другой в другую. Вахайрухума аллази ябду биссалам. И лучший из них тот, который первый дает салам. Как мы сказали, по всем этим причинам бритье бороды запрещается. И мы говорили, что борода — это украшение мужчины. Не случайно имам Аз-Захаби, рахимахуллаху тааля, он приводит такую историю, что однажды один мужчина решил купить себе раба и пошел на рынок для этого. Когда он пришел туда, то увидел, что продается один раб. И он сказал: какой этот раб? Хозяин, который продавал его, сказал, что это хороший раб. А почему же тогда его продают? Потому что этот раб, у него есть один недостаток, что он намам. То есть доносит, где-то подслушает разговор, переносит в другую сторону, к другим людям этот разговор подслушанный, там подслушает, там потом пересказывает и так далее. Ну, этот человек подумал: ну ничего, главное, что он хороший исполнительный раб, какая разница, что он намам, что он так вот сплетничает, разносит разговоры оттуда сюда. Ничего страшного. Купил этого человека в качестве раба. Этот раб, что он сделал? Он подошел к жене этого человека и стал ей говорить: смотри, твой муж, он хочет жениться на второй женщине, хочет взять себе еще одну жену. Поэтому, чтобы он не женился, возьми ночью нож и отрежь ему бороду, когда он будет спать. А потом пришел, наоборот, к мужу и сказал мужу: твоя жена влюбилась в другого мужчину, и она хочет тебя убить ночью, поэтому будь осторожен. И когда ночью проснулся этот человек и увидел, что его жена стоит над ним с ножом в руках, чтобы отрезать ему бороду, она-то хотела просто бороду отрезать, он подумал, что она хочет его убить, и взял ее, убил. После этого пришла семья этой женщины, убила его. Потом началась война между племенами. То есть, казалось бы, небольшой грех, да, намима, то есть вот эти вот сплетни, разносить оттуда туда, на самом деле это очень большой грех. Но к чему эту историю мы привели? К тому, что женщина, чтобы ее муж не женился на второй женщине, на второй жене, чтобы изуродовать своего мужа, хотела отрезать ему бороду. То есть, как у мусульман ценится борода как украшение мужчины.